Bebek. Al bunu da. Yama. Вот так спасатели спешат на каждый голос, который они слышат из-под завалов. Кадры спасения людей, которые спустя неделю после землетрясения были найдены живыми, воспринимаются как чудо. В разрушенной землетрясениями турецкой провинции Хатай после 150 часов из-под завалов достали маленькую девочку. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Каджа, опубликовав видео спасения. Он написал, что ребенку была оказана медицинская помощь, и сейчас малышка находится под наблюдением врачей. Также есть сообщение о том, что в Хатае из-под обломков дома через 140 часов достали 7-месячного мальчика по имени Хамза. Спасатели услышали под завалами плач ребенка и смогли отыскать его. Кроме того, по сообщениям турецких СМИ, спустя 138 часов из-под завалов спасатели достали 2-месячного младенца. Медики в ходе обследования установили, что ребенок абсолютно здоров и на его теле нет ни одной царапины. Этот случай поразил врачей и медсестер. Сейчас малыш находится под наблюдением специалистов. Родители ребенка пока не найдены. Отряд спасателей из Таджикистана обнаружил и извлек из-под руин разрушенного землетрясением здания в турецкой провинции Кахраман-Мараш еще 2 детей. Одного ребенка, который был вызволен спустя 158 часов после землетрясения, зовут Евус. Ему 3 года, пишет агентство Анадолу. Находящиеся рядом с завалами люди с ликованием встретили малыша и под аплодисменты проводили его до кареты скорой помощи. Также спасатели из Таджикистана на 151 час после стихийного бедствия извлекли из-под обломков 9-этажного здания 4-летнего ребенка. Оба мальчика госпитализированы. В провинции Адыяман спустя 152 часа спасли 7-летнего ребенка. Раненого мальчика из-под завалов 8-этажного здания извлекали 7 часов. Ему оказали первую помощь и госпитализировали. Команды, работающие в Хатае, вызволили из завалов 11-летнего Кади и его бабушку живыми из обломков спустя 147 часов. «Я говорю, что мы находимся под обрушением в течение 7 дней. Я такой грязный, отвези меня в баню». Это были первые слова мальчика после спасения. В Газиантепе 12-летняя Эйлюль, которую вытащили из-под обломков спустя 147 часов, и вовсе шокировала спасателей. На вопрос, хочет ли она есть, девочка ответила, что она уже поела и сыта. Это не первый случай, когда спасенные дети сообщали, что, находясь под завалами, не испытывали чувства голода. Некоторые малыши говорили, что время от времени к ним подходил человек в белых одеждах, который кормил и поил их. До глубины души тронула история из Сирии. Маленькая девочка была найдена живой на коленях своей мертвой сестры, которая пожертвовала собой и прикрыла ее своим телом во время землетрясения. Не оставляет равнодушными истории тех, кто спустя неделю нахождения под завалами неустанно уповал на помощь Всевышнего и не терял надежды. Мухаммада из Кахраман-Мараша нашли спустя 140 часов. Во время спасательной операции он читал суру Аль-Инсан и, выбравшись из-под завалов, благодарил Всевышнего и произносил такбиры. Maşallah, subhanallah kardeşime. Еще один мужчина, который был спасен после 104 часов под руинами, читает аят «Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей». Аллах. Находя людей живыми спустя неделю, спасатели все чаще задаются вопросом, как такое возможно. По данным экспертов, через 24 часа после землетрясения можно спасти 74%, а спустя 5 дней выживает лишь 6%. А холодная погода ночью серьезно уменьшает ожидаемую продолжительность выживания. Истории спасения, которые поступают в течение последних нескольких дней, бесспорно являются самым настоящим чудом Всевышнего. Однако все же такие случаи единичные. Количество жертв неумолимо растет. Мы, как родители, несем ответственность за детей, вверенных нам Всевышним. Давайте же сделаем религию ислам доступной, понятной и интересной для юных мусульман. Детское исламское издательство «Умма-Ленд» представляет вашему вниманию книги и развивающие пособия без изображения лиц, а также все для исламского праздника. Украшения, подарочные коробки, посуду, открытки, упаковочную бумагу и пособия к Рамадану.
Издательство, основанное мамами-мусульманками, поддерживает и продвигает здоровое, осознанное родительство, а книги и пособия создаются профессиональными педагогами, иллюстраторами и проходят шариатскую проверку. Умма Ленд – это гораздо больше, чем просто книги и пазлы. Это пространство для взращивания исламского иммунитета. Подробная информация по ссылке в описании под этим видео.